Часто пожары происходят из-за бытового газа. Это доводят до Асият Кациевой, специалисты газораспределительной сети и сотрудники МЧС. Основной причиной взрывов является нарушение требований правил безопасности при эксплуатации газовых приборов. Сам по себе газ не имеет цвета и не пахнет, поэтому на газокомпрессорных станциях в него добавляют специальное пахучее вещество, позволяющее обнаружить утечку по запаху. А если котел, к примеру, расположен снаружи дома, можно это сделать таким нехитрым способом. Ну и как, Муслим? Здесь пока утечки нет. Визитеры в целях профилактики дали несколько советов бабушке. Если внутри дома чувствуется запах газа, ни в коем случае нельзя включать свет, а если уже лампа горит, то не выключать. Второе, не использовать зажигалку, спички и свечи. Нужно перекрыть кран подачи газа и открыть окна. Если запах не уходит и усиливается, необходимо немедленно вызвать аварийную службу газа, покинуть помещение и предупредить соседей. Также ей вручили информационный лист, напоминающий об этих и других правилах при возникновении ЧС. Бабушка поделилась с нами. Еще в прошлом году перед самым домом здесь, по улице Джабагиева, была обнаружена утечка. Газ исходил из труб, проложенных под землей. Тогда аварийная служба неполадки устранила, но спокойствия ей от этого не прибавилось. С нашим предложением, что с заменой металлических труб на пластиковые и сон у бабушки будет крепче, согласился и глава администрации Кажева Микаил Евлоев. Реконструкцию, замена будет на пластиковую трубу. И вытащат их, да? Эту отрежут трубу. Может быть, они его вытащат, газовики заберут, но вместо него положат пластиковую трубу с гарантией 50 лет. И каждого домовладельца будет подключать. И когда это будет по срокам? По срокам, вот 24-й год он должен быть. Здесь серьезных нарушений специалисты не обнаружили, чего не скажешь про следующего адресата. Котловое оборудование в доме у Розы Хидриевой работает исправно, но дымоходная труба заржавела и местами треснула. Просто действительно. Коррозия. Ага, понятно. А здесь они заметили, да, просто будешь арахут постоянно. Соищи масакалось. Ага. Хорошо. Афан, мало хатыр халтырлы. Зура көрсетті. Оғына ғазы, қорғар оқыжы, угарны газ қылтырлы, кесілер осы, кезі қылыра. Итсіне әр оқыжы продукты горения олсына. Соғы садаққа жасығы создание даялтырлы, волтырлыш. В отличие от сотрудника МЧС, по своей части газовики серьезных нарушений не обнаружили, но дали несколько советов по эксплуатации газовых труб. С позволения домохозяйки уже внутри проверили плиту на предмет утечки газа и исправности оборудования. Не секрет, что с наступлением холодов начинается активное использование населением электротехнических и теплогенерирующих устройств. Жители зачастую используют ту же самую плиту как обогреватель помещения, что крайне небезопасно. Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации внутридомового газового оборудования и электроприборов, соблюдение которых позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения пожара. Для доведения этих требований межведомственной комиссией ведется профилактическая работа путем проведения подворных обходов. Нужно ли проводить такие рейды или нет, пусть каждый задумается, исходя из данных статистики от МЧС. В 2023 году на территории республики произошло 340 пожаров, в которых травмировано 9 человек, 8 из которых при взрыве бытового газа. Также погибло 11 человек, 10 из них при взрыве бытового газа. Основные причины утечки газа – это обветшалость сетей,
также пренебрежение правилами монтажа газового оборудования жителями. Поэтому рекомендуется жителям при монтаже электрооборудования обращаться к специалистам. Во избежании такого рода пожаров необходимо соблюдать несложные правила, а именно не эксплуатировать самодельные электронагревательные приборы, поврежденные розетки, выключатели, провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией. И что очень важно, не допускать перегрузки электросети. Адам Мережков, Султан Булгучев, Новости 24.